Петра Великого о создании первой Камчатской экспедиции для изучения новых земель Российской Федерации. В первую очередь Дальнего Востока, Сибири и Русской Аляски. Цель – собрать материал о роли Витуса Беринга в становлении Иркутского и Якутского почтового тракта. Задача – опрос анкетирования, составить научный дневник, изучить биографию Витуса Беринга, собрать материал о Иркутского и Якутского почтовом тракте, посетить сквер ямщиков. Опрос анкетирования. Первый вопрос. Кто такой Витус Беринг? Знают 4, не знают 13. Второй вопрос. Какова роль Витуса Беринга в становлении Иркутского и Якутского почтового тракта? 12 не знают, 5 знают. Третий вопрос. Кто такие ямщики? 7 знают, 10 не знают. Четвертый вопрос. Где находится сквер ямщиков? 12 не знают, 4 знают. Выводы. Опрос анкетирования прошли 17. Из них 5 учащихся и 12 взрослых. Витус Н.С. Беринг, также Иван Иванович Беринг, российский мореплаватель, датского происхождения, офицер, капитан-командор, руководил первой и второй Камчатскими экспедициями. Витус Беринг прошел между Чукоткой и Аляской. Впоследствии это стало Берингов пролив. Он достиг Северной Америки, открыл Берингово море и открыл ряд Алеутских островов. Вторая Камчатская экспедиция сыграла важную роль в становлении Иркутского и Якутского почтового тракта. Первая попытка установления регулярного почтового сообщения между Москвой и Якутском была предпринята в 1698 году. Однако устойчивого почтового сообщения в пределах Восточной Сибири так и не было. Благодаря деятельности первой Камчатской экспедиции на северо-восточной Сибири в 1726 по 1729 год в Санкт-Петербурге уже имели подробную информацию, в том числе и о путях сообщения в регионе. По возвращению 1 марта 1730 года в столицу руководитель экспедиции, капитан первого ранга Витус Н.С. Беринг доложил Анне Иоанновне краткую докладную записку о ходе экспедиции и внес свои предложения об улучшении путей в регионе. Со временем начала присоединения Северо-Востока Сибири к русскому государству в 1629 году прошло более столетий, пока не установились устойчивые пути сообщений. В регионе, замыкающем системе путей и сообщений, региона стал учрежденный 286 лет назад, в 1738 году, Иркутского и Якутского почтового тракта. Павел Леонович Козырян статью «Иркутско-Якутский почтовый тракт. История становления» посвятил становлению Иркутско-Якутского почтового тракта. О ходе тракта замыкающего участка Санкт-Петербург-Охотск, который руководил Витус Н.С. Беринг. В 2020 году в День города в Якутске появилось новое место для отдыха горожан сквер ямщиков. Сквер расположен в микрорайоне Зарок на пересечении улиц Красноярова и Чернышевского. Сквер имеет свою историческую ценность, как дань уважения ямщикам, осевших на новых для них местах и не вернувшихся на свою малую родину. Место для сквера выбрано не случайно. Улица Семена Дежнева в те далекие времена называлась Иркутской или Якутским почтовым трактом. Через ров проезжали все, кто выезжает из города зимним санным путем в сторону Иркутской губернии и обратно. Да. Она была же окраиной Зарога и города Серова. В ходе изучения